Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 19 мая 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality. Только видите ли вы меня? Как же я упустил этот момент. Доступ. Так, еще раз всех витаю. Ассалам алейкум. Мой стрим был мной подготовлен с доступом по ссылке, поэтому еще люди не успели подключиться и только сейчас будут подключаться. Да. Всех приветствую. Стрим у нас идет в YouTube, стрим у нас идет в TikTok, друзья. В YouTube канал Reality и в TikTok Аслан Арцуев. Итак, пока мы все собираемся, я зачитаю сообщение от Генерального штаба Сбройных сил Украины за прошедшие сутки потери русских террористов, напавших на суверенную независимую Украину. Итак, на 19 мая 2023 года с 24 февраля 2022 года уничтожено, за прошедшие сутки уничтожено 660 террористов. Итого их цифра достигла 201 760 человек. 4 танка. Итого 3777 танков за этот чуть больше года. 4 боевых бронированных машины. 7377 итого. 12 артиллерийских систем и 1 РСЗО. И, соответственно, 3210 артиллерийских систем уничтожено и 564 РСЗО. Антиаэркрафт 1, 319 всего. 0 самолетов и 0 вертолетов. 308 и 294, соответственно. 10 БПЛА уничтожено. Итого их цифра достигла 2769. Крылатых ракет уничтожено 21. Итого крылатых ракет уже сбито 1011 штук. 18 кораблей катеров, 0 за прошедшие сутки. 10 автомобильной техники и цистерны за сутки. И итого их цифра 6083. 1 спецтехника. Итого 419 специальной техники уничтожено нашим славным ЗСУ. Вот как-то так, друзья. Всех, кто заходит, я вас, друзья, приветствую. Я заранее сделал, за 4 сделал анонс своего стрима, но допустил оплошность и оставил ссылку, доступ по ссылке. И только когда начал включать, заметил, что вот только у меня доступ по ссылке только так идет. Вот поэтому собирайтесь, извиняйте и так далее, и так далее. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Ирина, витаю вас. Мансур, ва алейкум ассалам. Адыге, Адудавлиту, ва алейкум ассалам. Друзья, всех витаю. Всего самого хорошего. Береги себя, правду только от тебя узнаем. Ну, спасибо, Адыге. Спасибо, Адыге, Черкес. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Власть Путина семейки Патрушевых». Как мы давно уже догадывались, власть в фашистской России принадлежит одним из главных, да, одному человеку она не принадлежит, одним из главных людей является Николай Патрушев. Это бывший начальник Путина, который взорвал дома своих россиян,
Один, как вы помните, дом в Буйнакске был взорван в 99 году в августе и в сентябре. Два дома было взорвано в Москве, затем был взорван дом в Волгодонске, и при попытке подрыва пятого дома в Рязани были задержаны террористы. Один очень из них, из террористов, по фотороботу очень похож на Всеволодовича, Игоря Всеволодовича Гиркина. Террориста, который, как он сам признавался, поджег фитиль войны против Украины. Так вот, сейчас мы наблюдаем, что Патрушев фактически главный виновник, главный убийца в России, как я его называю, русский Фредди Крюгер. Другие его называют потрошителем. Вот этот человек фактически сейчас хочет эту власть передать своему сыну Дмитрию Патрушеву, который как бы якобы не причастен к этим ко всем взрывам, убийствам и так далее. Ну, и вчера Путин вместе с Дмитрием Патрушевым, сыном Николая Патрушева, провели совместную продовольственную конференцию по безопасности, как обычно, из бункера. Но удивительно было то, что рядом с Путиным, докладчиком Путина, был Дмитрий Патрушев, это министр сельского хозяйства. Как мы знаем, Россельхозбанк и вообще продовольствие в России, вот этот продовольственный запас, стратегическая вот эта отрасль, она контролировалась все это время непосредственно людьми и Николаем Патрушевым, и министром сельского хозяйства в конце концов был назначен его сын Дмитрий Патрушев. Эти люди никакие не идейные там, чекисты, КГБшники, которые борются там, за величие там, советского народа или там русского народа или еще какого-то там народа. Это самые настоящие маньяки, садисты, убийцы, причем те, которые очень любят жить в роскоши. Николай Патрушев является миллиардером, мультимиллиардером. Продовольствие — это не одна отрасль, которым занимается. Продовольствие — это та отрасль, которую они постоянно, наверное, даже финансируют. Они имеют от нее какой-то доход. Ну, если не считать бюджет, который государство выделяет и который они пилят между собой на это дело. Патрушевы занимаются нефтью, банковским бизнесом. Также Патрушев Николай непосредственно замечен, папа, то есть Фредди Крюгер, замечен неоднократно, уличен, замечен, пойман с поличным при перевозке, крышевании наркотиков, кокаина, в частности, из Южной Америки. Также человек занимается оружием, ну, всеми, чем занимается КГБ, вот это все, большая часть всего этого контролируется непосредственно Патрушевым. Патрушев является таким параллельным государством. Есть такая фасадная часть фашистской России, КГБшной России, которую представляет Путин. И у него есть свои полномочия. Конечно же, Путин имеет очень вес в этом во всем. Путин тоже не очень, вернее, точнее, очень не бедный человек, как мы все знаем, ну и так далее. Но в основном фашистская Россия контролируется вот этой субстанцией ФСБ, КГБ СССР. И эти люди между собой делят полномочия, и фасадная часть из них досталась именно вот такая презентабельная часть досталась Путину. Другой же теневой частью, кровавой частью всего этого занимается Патрушев, как я сказал, бывший начальник по питерскому ФСБ, ленинградскому УФСБ Путина, Патрушев, начальник его. Этот человек не гнушается ничем, ни убийством женщин, ни убийством детей. В Чеченской республике Патрушев
есть коллегия ФСБ, в которую входят еще другие личности, другие преступники. Когда началась война против Чеченской Республики, как и сейчас война против Украины, была одна часть в лице Путина, которая выступала мочить в сортире там, и так далее, выступала в мире, заговаривала зубы там, и так далее, и так далее. И какие-то, когда эксцессы происходили, Путин мог сказать, что это от него не зависит, это какие-нибудь там мятежные генералы, там недовольные полковники устроили резню в каком-нибудь там Катырюрте или Алдах там или еще что-то. Он как бы эксцесс исполнителя, так сказать, ну, он как бы не может за все отвечать, так как он президент, он все не может контролировать. Но никогда эти люди не привлекались к ответственности, вот эти высокие люди. Мы знаем, только один Буданов был привлечен к ответственности. Ну и Лапин такой был, кадет, такой еще один убийца. Но это мелкие сошки, даже тот же Буданов, который был так раскручен, это была лишь мелкая сошка, хотя был полковником, был отъявленным садистом и маньяком, как и его патроны. Но главных одиозных террористов никто не наказал, ну и никто не собирался наказывать. Так вот, Патрушев, в ФСБ было создано РОШ, куда входили замначальник министра внутренних дел, замначальник ФСБ, замначальник там, военных структур, замначальник МЧС и так далее. В правительство Путина входили министры, как мы понимаем, да, директор ФСБ, министр обороны там, и так далее. А вот непосредственно рабочие лошадки, замы, которые были, они подчинялись непосредственно, входили в ОШ, оперативный штаб, и затем это уже меньшим уже подразделением в РОШ, в региональный оперативный штаб. Мы все помним новости, по которым нам рассказывал представитель Шабалкин, по-моему, его была фамилия, от РОШ, как они нагло врали и так далее. Мы все знаем, чеченцы знают, что полномочия РОШ, они были практически безграничны. Также мы знаем, что среди РОШ, вот этих сотрудников РОШ, были люди, которые убивались самим же РОШ. Я не знаю, с чем это связано, но при странных обстоятельствах иногда это делали и наши бойцы, иногда это никак нельзя было приписать нашим бойцам. Я наблюдал просто много лет эту картину. Представители РОШ убивались, не знаю почему, может они являлись каким-нибудь использованным материалом, может они сотрудничали с, наверное, например, я имею в виду, ничего я в этом смысле не знаю, и не знаю, ну, может быть, с какой-нибудь турецкой разведкой, потому что она тоже была там замечена, могли быть связаны с нашими партизанами, и вот этих людей иногда убивали, люди, которые были связаны с РОШ. И то же самое сейчас происходит в Украине. Сейчас Патрушев, он и Бортников являются вдохновителями этой войны. Путин опять же исполняет роль, такую фасадную роль, такую только представляет. И декоративную даже можно в определенной степени сказать. Это нисколько не оправдывает Путина, конечно же, это все поле одного ягоды, нисколечко, значит, на том же уровне идет, так как он еще и юридически несет ответственность, как верховный главнокомандующий, как президент, там, и так далее, и так далее. Но вот Патрушев является самой зловещей фигурой. И начало войны, об этом давно уже было ясно, что война начнется, или я лично, человек абсолютно рядовой, абсолютно далекий от событий в Украине, там их внутренних хитросплетений. Я в 2014 началась эта революция, в 2013 году я уже понимал, что против Украины будет война, потому что готовились разные группы, которые возили туда оружие. И вот эта ситуация, как у нас, как это чеченское дежавю, это все было просто, на мой взгляд, это было уже практически очевидным. Я писал об этом, говорил с украинцами, были такие чаты голосовые, как рация, по-моему, как-то называлось, или эхо, или рация, не помню. И вот там эти вещи, я лично говорил на эти темы. И
война нужна была для того, чтобы возомнившие себя неодворянством, неошариковы, точнее, не неошариковы, ну как есть шариковы, возомнившие себя неодворянами, решили, уже себя награждали, давным-давно себя награждали, задолго до 2014 года. Вот тут есть выкладка от настоящего времени канала, как Патрушевы в 2005 году уже там присваивались им такие дворянские титулы и так далее. И это было очень распространено, это не очень афишировалось, но среди своих так называемых это уже как бы было в порядке вещей. Это считалось таким очень серьезным делом, иметь отношение к этому дворянскому двору. Была легенда, что во время развала царской России, фашистской, вот этой старой царской России в 18 году, был сохранен отдел царской охранки, это спецслужба царская Николаевская, которые в новой России, новой советской России сохранили свои традиции, связь, и таким образом в этом КГБ, ЧК, НКВД, там, кто там у них, МВД, МГБ, кем они там только не были, это все в одной стране, в один и тот же там, небольшой промежуток, исторический промежуток времени, в течение десятилетий. Это менялось у одного и того же учреждения, менялось название. Это просто легко дает понять, что люди постоянно пытались совершенные ими преступления замести следы и создать новую организацию, чтобы уйти от ответственности, юридически уйти от ответственности и так далее, и так далее. Так вот, что вот в этой охранке сохранился отдел еще с царских времен, и вот что вот эти неодворяне, вот эти чекисты, КГБшники, людоеды по факту, потому что они убивали, причем людоеды, поедавших своих соплеменников, не просто чужих там врагов они поедали своих. Они должны были стать новым дворянством. Новым дворянством после 70 лет работы наших отцов, дедов, всех наших советских граждан, которые шли к какому-то мифическому светлому будущему коммунизму, и не имели частной собственности, ни заводов, ни фабрик, ничего частного у нас не было, как мы все помним. Но вот все принадлежало государству, Великому Советскому Союзу. Так вот, когда этот Великий Советский Союз, который охраняли эти КГБшники, эти потомственные дворяне, которые, кстати, сами расстреляли своих же дворян, остальных вынудили бежать, и потом многие десятилетия их вербовали, и в конце концов многих завербовали, которые находились тут в Европе, во Франции, в Англии, там, в Америке, где только они их там не доставали, убивали кого не могли достать, кого-то заманивали обратно в Советский Союз и потом убивали. Короче говоря, задача была такая, что нужно было создать новое государство, Российскую Федерацию, они ее так обозвали. Кстати говоря, сейчас они ее обзывают Российской Республикой. Об этом уже не секрет, они уже прямо говорят, что у них будет новое образование Российская Республика, по крайней мере, они так планируют. И Российская Федерация фактически разграбила руководство КГБ, которое пришло к власти, разграбила нажитое нашими отцами, дедами за 70 лет вот это имущество, которое принадлежало государству, присвоило себе. Это Ходорковские, все вот эти миллиардеры и все остальные. В этом они не успокоились, так как просто награбленного им было недостаточно, потому что рано или поздно люди могли начать задавать вопросы, и им нужно было узаконить все это награбленное. Для этого, мне кажется, Навальный просто их показывал, да, убийц, террористов. Он рассказывал не про то, что люди убивают, взрывают тех же там москвичей и других людей, своих же сограждан. Ну, они таким образом
легализовывали свое имущество, чтобы потихонечку человек, люд привыкал к тому, что вот есть такие миллиардеры, которые потомственные. Ну а для того, чтобы обосновать все это, что вот откуда у вас все это, они начали присваивать себе вот эти дворянские титулы. Появились чеченские разные дворяне, которые тоже получали вот эти титулы, тоже мечтают быть вот этими великими русскими дворянами. И Патрушевы одни из них. Это семейка из двух сыновей у Патрушева. Есть еще брат родной, у брата есть еще два сына. Это так верхушка вот этих казнокрадов, убийц и террористов. И все бы ничего, все у них было на мази. Единственная одна проблема, для того, чтобы русское дворянство стало настоящим русским дворянством, нужна была история, настоящая история, не фейковая, которая через какое-то время исчезнет, а нужна была настоящая история. И настоящая история крылась в Киевской Руси. Истории украинцев была история КГБшников, как они планировали. И таким образом, кровь из носу, нужно было вернуть Крым в родную гавань. И все бы хорошо, да вот украинцев не спросили. Украинцы не захотели быть, хотя в Украине были и свои КГБшники, и КГБ УССР, и так далее. И в итоге мы видим, что произошло. Девятилетняя, уже почти 10-й год идет война. Не почти, 10-й год идет война. Последние более года война идет особо жестоко, ожесточенно, широкомасштабно. 2000, более 201 тысячи русских оккупантов уничтожено. Десятки тысяч убито украинцев. И победы Нео Шариковым или просто Шариковым не видать, это уже очевидно для всех. И я так понимаю, начинается передача власти, об этом давно говорили и хорошие русские, которые живут здесь, в Европе, да, которые заполонили все украинское информационное пространство. Эти люди планируют передать власть Дмитрию Патрушеву. Дмитрий Патрушев именно поэтому недавно вел вместе с Путиным вот это совещание, селекторное, интернет, виртуальное вот это совещание, присутствовал вместе с Путиным в бункере и вел совещание с другими, со всеми остальными. И вот очень похвастались, что все хорошо, никакого голода не будет. Несомненно, голод будет, несомненно, будет просьба о ножках, так называемых ножках Буша, гуманитарной помощи и так далее, потому что мы все помним, как они в 2015 году, в 2016 тракторами давили гусей, кур, помидоры, яблоки и так далее, вместо того, чтобы просто раздать бедным. А это Бог не прощает. Это просто даже исходя из этого, не говоря уже о том, что идет по накатанной. И я соглашусь с уважаемым Полом Гоблом, который считает, что на этот раз, скорее всего, 2024 год, нам и даже в этом году это может произойти, ну, может и в 2024, будут события, похожие не на 91 год, не на 1991 год, а на 1918 год, когда будет кровавая резня всех против всех, вот в этом фашистском гулаге народов. И я призываю всех людей разных национальностей, которые проживают, начать думать сейчас, потому что пройдет год, два или три, и это будет очень таким кровавым последствием для всех. И всех, кто сейчас живы, должны думать уже сейчас о том, что может произойти в ближайшее время. Скорее всего, Патрушев заберет эту власть себе. Конечно же, на Западе это не признают. Дмитрия Патрушева легитимным президентом Российской Федерации или новой Российской Республики никто не признает.
так как и сам Патрушев, и Путин, и я очень надеюсь, что и Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, тоже находится в списке людей, на которых выписан ордер Международным уголовным судом в Гааге. Хотя не знаю, насколько он причастен к тяжким преступлениям, но то, что отмыванием и помощником он своего бати является очень надежным, верным. Он возглавлял Россельхозбанк, запойный алкоголик, как о нем говорят, такой может на неделе уходить в запои, ловить белые горячки и так далее, и так далее. Но вот факт остается фактом, что в России они планируют сделать вот такую вещь. А мы будем наблюдать, И в связи с этим, несколько дней назад, в настоящее время как раз упомянула о Патрушеве, буквально вчера, позавчера об этом говорили. Кстати говоря, наш канал реалити тоже там был упомянут, в этом был показан, так, к слову сказать. И Патрушев начал очень активно светиться, сам Николай Патрушев, Дмитрий Патрушев вчера встречался с Путиным, вчера это нам показали, неизвестно, эти пропагандисты, когда угодно, что угодно там могут говорить и делать. Потом встреча состоялась сегодня, 19 мая, в Сыктывкаре. Николай Патрушев провел рабочую встречу с Александром Гуцаном и Владимиром Уйбой, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. Обсудили вопрос, связанный с обеспечением общественной безопасности в республике, мерами, направленными на предупреждение противоправной деятельности, на предотвращение преступлений террористической направленности, говорит русский Фредди Крюгер. И это может говорить лишь о том, что русские готовят, патрушевские эти террористы вновь готовят взрывы россиян, убийства, подрывы россиян, как это они умеют делать. Также Патрушев заявил, в «Ведомостях» об этом пишется, заявил о движущем в сторону Европы радиоактивном облаке. В сторону Европы движется радиоактивное облако, которое появилось из-за уничтожения боеприпасов с объединенным ураном, который Великобритания ранее поставила в ВСУ, нагло соврал Патрушев. США Украине тоже помогли, надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с объединенным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы, приводит его слова Интерфакс. Здесь стоит отметить, что ни Роспотребнадзор российский, ни западные аналогичные службы не заметили всплеска какого-то там радиоактивного всплеска, и никакого облака не обнаружено. Но Патрушев, понимая, что ответственность придется ему нести, в любом случае, что бы он ни делал, как бы он ни делал, так как его подопечные, его подчиненные массово переходят на сторону Запада, американское посольство, представители американского посольства, российского посольства в Америке сдаются, переходят, не возвращаются в Россию, а это, как мы знаем, сотрудники разведки, российской разведки. И таких людей очень много, и так будет происходить все больше и больше, в этом нет ни малейшего сомнения, так как это мафия, самая настоящая, без какой-либо идеологии, без какой-либо доктрины, только лишь на обогащении и на садизме, за который они получают удовольствие, убивая там людей, мучая людей, ставя их просто в тяжелое финансовое или социальное положение. Просто даже от нищих они получают удовольствие, на мой взгляд. Поэтому это в любом случае сложная ситуация. Мафия разбегается, она монолитна, когда все хорошо. А как только начинает полиция или ФБР садиться им на хвост, мафия разбегается как только может. Вот то же самое будет все сильнее и сильнее происходить с путинско-патрушевской мафией, ФСБшной, КГБшной мафией. И она будет в любом случае осуждена на международном трибунале, который, скорее всего, пройдет в Львове. Я на это очень рассчитываю. Но основной пройдет, так он будет во всех странах, я надеюсь.
том числе и в городе-герое Джохаре. Обязательно мы все это увидим. Далее тоже про Патрушева говоря, можно сказать, что Патрушев фактически обвинил Соединенные Штаты в убийстве Дугиной, Татарского, покушения на Прилепина, координировали из США, заявил террорист русский Фредди Крюгер Патрушев. Службы США осуществляли координацию терактов в России, среди которых убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности несостоявшейся России Николай Патрушев. По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты планировались и осуществлялись в координации со спецслужбами США, заявил террорист Патрушев. Он подчеркнул, что к терактам относятся убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и попытка покушения на Захара Прилепина. Также в координации с американскими спецслужбами был осуществлен подрыв северных потоков, заключил Патрушев. Хотя всем известно, что и Владлена Татарского они сами замочили, Дарью Дугину, если ее вообще замочили, то они замочили свои, а так я считаю, что ее вообще не замочили, так как слишком это топорно все выглядело. Про Захара Прилепина я даже, если честно, даже не смотрел, так просмотрел, поэтому тоже можно отнести к этой же категории. Тоже можно сказать про Северный поток-2, так как там зафиксированы, были замечены именно русские корабли и так далее. Понимая, что газ все равно им будут перекрывать, они решили это сделать вот таким демонстративным образом, как обычно, вредя не только живому человеку, но и природе, и воде, и морю, и океану. Это вот такие вот русисты. Везде, где они приходят, они уничтожают все живое, все человечное, все нравственное, все моральное. Вот так, как-то так. Что еще здесь у нас про этого террориста можно сказать? Ну вот продолжение темы. Там же на Риама пишется, что возросли риски терактов на фоне СВО, то есть агрессивной войны, неоколониальной войны новых дворян по захвату Украины. Вот у них возникли какие-то проблемы. Боже мой, как это, почему это такое произошло? Ну, друзья, я много говорил, давайте я вам расскажу, я почитаю ваши комментарии. Теперь дело, будем слушать вас теперь, читать и заслушивать вас. Так, давайте начнем с Ютуба. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам всем свободным людям. Салам аслам, салам эд. Он русский потрошитель. Совершенно верно. Всем доброго, леди, ночи, шавига, махшволь. Так, добрый вечер, Асант. Добрый вечер всем свободным людям. Добрый Асант. Ассаламу алейкум, отец ваш, Аслан Машхойль. Валейкум ассалам, Нохчикан, Шавик Машхойль. Сюрдикёль, Амзату, алейкум ассалам, Шамиль. Шамиль, я вам писал, да, вы видели, наверное, комментарий, который я вам писал, что была опечатка, я говорил, да, если вы помните, что была опечатка, и Татарстан просто не был внесен в список, хотя именно Татарстан там тоже присутствует, и я в письменном виде, где не фотографии, где Ахьят писал, а где я это писал, я вот все восстановил, как положено. Татарстан на месте, то есть. Патрушева, как у Гиммлера будет конец. Да, Алмула, да, Алмула. Как хорошо, что вы есть, ребята, радуется Фрея. Да, Фрея, я с тобой согласен. Ва алейкум ассалам, Питер Вольф, Шавига Машволь, Ленд, все. Да, именно так и было, пишет Тарас. Татарского США взорвали. Да, нечего было американцам делать просто. Было, чтобы этого какого-то там коллаборанта мелкую сошку взрывать. Ну, давайте перейдем к комментарии в ТикТок. Друзья, напоминаю, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Очень много агентов фашистской Российской Федерации находится вне фашистской Российской Федерации. Многие уже сотрудничают, призываю оставшимся сотрудничать со спецслужбами США и Европы. Вы спасете себя и свою семью.
Абсолютно. И знаешь, что самое интересное? Это самое главное, это нужно им. В первую очередь это нужно им. Нам это нужно, чтобы меньше было крови. В любом случае они проиграют. В любом случае они потерпят поражение. И наша задача можно как можно быстрее, чтобы это все закончилось. Поэтому да, я вот присоединяюсь к Эду Мамедову и призываю всех, кто хочет выжить в этой и не быть ответственным за эти тяжкие преступления, которые совершает террористическая банда ФСБ и ГРУ, я предлагаю вам как можно быстрее переходить, выходить на связь. На моем канале вы здесь можете увидеть видео, где ЦРУ подробно дает инструкцию, как с ними связаться. Спасибо вам огромное за вашу работу. Деградированные территории надо изолировать, кого-то лечить. Да, Лариса, совершенно верно. Не за что, пожалуйста. Так, салам алейкум всем плановым боком. Алейкум ассалам. Молодой дедушка. А кто такие у нас? Так, немцы воевали с французами в 40-е, но они не воюют сегодня, например. Да, не воюют. И что? Что? Привет. Привет. Салам Ашев Думасарга Аса. Меня одно удивляет. Национальные республики заражены русским шовинизмом. И бьют, они крепчают. Салам Ашев Дурусамига. Да, есть такой. Ну, знаешь, есть такой синдром, стокгольмский синдром. Это когда человек попадает, вы знаете все это, наверное, да? Когда человек попадает в заложники, он начинает сочувствовать тем, кто взял его в заложники, террористам, начинает проникаться к их горем и их проблемой, их идеей, из-за чего они пошли вот на этот шаг. И вот когда человек зависим, он начинает вот вести себя вот соответствующим образом. И в определенной степени можно так считать, что все, кто находится в нашей республике, мы постгеноцидный народ, ребят, чеченцы. Мы должны понимать, что мы отличаемся от всех, от грузин. Ну, грузины это отдельная история. Даже от тех, кто на Кавказе оказались в войне, втянуты в эту войну, дагестанцы, ингуши, кабардинцы, карачайцы. Мы от них, от всех отличаемся, потому что целенаправленно против нас совершен акт геноцида, военные преступления, массовые убийства. Люди пережили страшный шок, страшное время. Это не проходит бесследно. Это остается с людьми навсегда. Это с людьми будет всегда. Это боль, это потрясение. И самое интересное в этом, что нас, ну, как будто этого горя не было. Вот это самое, вот это молчание, это игнорирование, оно, наверное, больнее всего бьет после вот всех этих событий, когда делают вид, что ну ничего с вами не произошло, ну подумаешь там и так далее, и так далее. И в таком случае люди могут даже иметь очень такую агрессивную, непонятную реакцию на все. Вместо того, чтобы быть против того, кто тебя убивает, угнетает, ты можешь обидеться по наущению от тех, кто тебя убивает и угнетает, наущению них, обидеться тех, кто тебе не помогал в это время. Или делал вид, да, вот это лицемерное молчание или лицемерное потакание. Это все мы видели, это мы все знаем, и возникают вот такие моменты. Если вам говорят, вы часть России, и сдохнете с этой Россией, то тогда может человек сказать, хорошо, да, я тогда часть России. И если ему скажут, да, вот смотри, там, украинцы, там, американцы, англичане, они твои враги, он может сказать, хорошо, раз они сказали, что я Россия, я буду тогда этой Россией, и я буду воевать тогда и против них, и так далее. Это психические отклонения, которые происходят.
Это был супер-мега-эксперимент, который был поставлен над нашим народом при молчаливом согласии, иногда при участии многих стран. Но мы должны понимать, что это все с нами произошло. Мы постгеноцидный народ. Мы потеряли 30%, мы потеряли самую пассионарную часть нашего общества. И когда мы потерпели вот это поражение, военное поражение, спецслужбистское поражение, обманом, на этом не закончилось, как в Буче или в Гостомеле, или там где-то Ирпени. Над нами остались наши же убийцы, те наши садисты, наши пытатели наши, палачи наши. И они начали лепить из нас тех, кого они хотели бы из нас слепить. И меня удивляет иногда вот это возмущение. Например, вчера сидит Каспаров и рассказывает, ну я выходил на митинги, когда были вегетарианские времена, и за это там давали 10-15 суток. Я не знаю, что может этот хороший русский помнить в эти 14 год, 13, 12 год, он говорит. Но для нас, для чеченцев, это не были вегетарианские времена. Наоборот, мне кажется, вегетарианскими они становились для нас после того, что мы пережили. Так, чуть-чуть от нас переключились на грузин, потом переключились на таджиков, узбеков, которые были беженцы, ну, эти мигранты в России, в Москве. И для нас это просто только глоток воздуха был, ни о каких вегетарианских. Это знаете, когда вегетарианское можно было называть 11-12 год, когда после плотно поевшего человечины людоеда, который решил там закусить какой-нибудь там травкой или поковыряться зубочисткой в зубах. Вот этот период для нас мог показаться, когда просто не хочу ругаться, очень часто просто ругаюсь, мне постоянно делают замечания по этому поводу. Но он знает, Каспаров, кто он такой. Что вот как-то так были эти вегетарианские времена. Меня удивляют эти новые русские или там хорошие русские. Когда-то они были новыми русскими, потом стали хорошими русскими. А суть не изменилась, как были имперцами, так и остались. Так, друзья, еще ваши комментарии. Так. Очень многие работают под прикрытием. 90% из них есть информация. Это их не спасет, как страус в песке. Это к КГБшникам обращается этот момент, друзья. Я вас уверяю, послушайте, что говорит этот умный человек. Поверьте, это в ваших же интересах. У Джамбетова, так, ночью, у Джамбетова вышел новый ролик, как он идет с охраной замедленной съемки. Почему-то стыдно стало мне из-за них. Да, я не видел. Бельгия, салам Маша, Дели, салам Маша, Хуэль, Баяль. Так, Хамзат Гила, эта трагедия, постигшая наш народ, сократила многим чеченцам жизни на нервной почве. Хамзат, абсолютно. Это мы оцениваем, мы говорим о убитых 300 тысяч, о убитых, раненых, там, осужденных 26 тысячах, там, инвалиды у нас, без рук, без ног, ну, просто страшно. Но психическое состояние нашего народа, которое реально возбуждает рак, другие болезни, ну вообще стрессовое вот это состояние, которое любые болезни, как мы знаем, происходит, большая часть болезней происходит из-за нервных вот этих потрясений, стрессов, и такие, это даже не подсчитано, какой урон нам нанесено вот этим, да, и сколько людей умерло от этого. Также невероятно невозможно подсчитать, Хамзат, какой урон они нам нанесли вот этими своими спецоперациями. То есть для нашего психологического, нашего индивидуального нашего образа, как чеченского этноса, как чеченской личности,
когда мы перестали доверять друг другу, когда мы стали оскорблять друг друга, когда мы стали, ну, это просто, это на века. Вот то, что сделал Путин с Патрушевым, это на века останется. Отголоски этого будут происходить. Но мы были бы не чеченцами, если бы что бы с нами ни случилось, как бы нам ни сложно было бы, если бы мы снова не вставали бы, снова не отряхивались бы и высоко подняв голову, не шли бы дальше. И чем труднее нам, тем интереснее бороться с этим и преодолевать эти трудности. Да, мы это сделаем. Я вижу это, что происходит. До сих пор есть люди, которые не понимают, некоторые работают на врага, ну это естественно, после этого, как в Буче нас не оставили в покое, следователи не проехали, не начали всех там проверять, допрашивать, там психологи работать с пострадавшими. Мы остались с людоедами, эти людоеды лепят из нас, кого могут слепить. Но у них тоже время заканчивается, история, время, она цикличная, все меняется. И слава Богу, что на одном месте ничего не стоит. И наступает наше время свободных, пассионарных, независимых, честных, смелых, надежных, верных людей, граждан Чеченской Республики Ичкерия, да, Алмула. И мы к этому приходим, да, Алмула, придем. Острый вопрос. Как ты думаешь, Русня развалится? Отец ваш, Аслан. Я думаю, конечно же, такая вероятность, она очень большая. Я абсолютно убежден, что мы оттуда выйдем. И если мы хотим жить и развиваться, созидать, строить новое государство, то мы должны прилагать усилия, чтобы она развалилась. Если ничего не делать, она не развалится, потому что большие силы задействованы в самой фашистской России, чтобы сохранить ее. Здесь на Западе тоже есть очень такие весомые силы, которые бы не хотели бы их разваливать. Но если будет суд над террористической бандой КГБ, ФСБ и ГРУ, они будут признаны террористическими и будет суд над ними, то без сомнения вот это развалится. Я до сих пор единственное не вижу русского движения, как во время там развала Советского Союза, там диссидентского такого движения, которое там прямо открыто говорит про КГБ, про люстрацию, про открытие архивов. Вот это самый такой плохой симптом, который я вижу, что может спасти вот эту террористическую банду ФСБ и ГРУ. А так я больше склонен считать, что, конечно, она развалится. И мы должны сделать все возможное, потому что если мы этого не сделаем, нас они не оставят. Просто их агентура, которая есть среди нас, которая уже много лет ими вербуется, вот эта агентура будет, ну, она не успокоится, она не может успокоиться. Она мотивирована тем, что она совершила очень много преступлений против нас. Они не могут успокоиться. Они добровольно сесть в тюрьму или же добровольно понести ответственность, имея такую сеть, имея там координацию, имея финансы, имея кадры, квалифицированные в этой области кадры, они не успокоятся. Это нужно нам всем будет сделать. Ва алейкум ассалам, бамут машуа, шавега машуа. Многие ушли в мир иной из-за душевных травм. Дела бамадой, Хамзат. Люди старели, умирали только лишь вот из-за пережитого, увиденного ими. Вот этих вещей, которые с нами случились. Но ничего. А сам меня очень волнует, почему забыли про Гантамирова Беслана, который является первым виновником предательства чеченского народа. Нет, Аслан, его не забыли. Этот человек является
является предателем. Да. Арбислан Гантамиров много сделал для того, чтобы русские оккупировали нашу страну. Это правда. Так. Сейчас всем ночи надо просто сохраниться и не участвовать в войнах, только в информационной войне. Но только те, кто живет вне ФРФ, фашистской Российской Федерации. А кто живет в оккупации, вы должны быть очень осторожны. Совершенно верно, совершенно верно. Асан, хотел бы услышать ваше мнение по поводу приглашения Кадыровым осетин с юга. Ладно, называйте осетин с Северной Осетии братьями, но южанцы, зная, какое отношение у них к ингушам и к грузинам. Я не понимаю, Феникс, о чем вы говорите? Какое отношение имеет я и чеченский народ к тому, что делает агент ФСБ Гауляйтер во время аннексированной Чеченской Республики Ичкерия? Мы какое отношение имеем? У нас нету проблем ни с северными осетинами, ни с южными осетинами, ни с русскими. Если они не являются имперцами, ни с кем. Никаких у чеченцев нет проблем ни по национальному, ни по расовому, ни по религиозному принципу. Мы дружим, любим, уважаем всех. Если они не претендуют на нашу землю и не отказывают нам в таком же праве, как у них, у всех других людей на этой земле, иметь свое государство и иметь защиту своих прав. Вот, есть и, конечно же, наказание виновных за то, что уже сотворено. Если они нам в этом не отказывают, мы ко всем относимся хорошо. И неважно, Южная это Осетия, Северная Осетия это, или Папуа-Новая Гвинея, это для нас это не имеет ровным счетом никакого значения. В интернете ведется большая работа против чеченского народа. Много денег в это вбухано. Мы им мешаем везде. Но, Чекан, продолжай в том же духе. Так и нужно, так и нужно. Кто тебе инфу скидывает? Сам Патрушев пишет мне какой-то не очень далекий человек. Так. А почему ты сам в Украину не едешь на помощь украинцам? Зачем ехать в Украину, если я могу отсюда делать то, что я делаю? Разве имеет значение, я приеду туда и оттуда буду вещать, или я буду это делать там отсюда? Не понимаю. Я могу туда съездить, если ты настаиваешь, весь билет оплатишь, я поеду. Почему Запад все чаще... Так. Почему Запад все чаще продолжает покупать нефть и газ у России? Я не знаю, Гай, это не ко мне. Машхоз. Так. Ва алейкум ассалам, видите, машой. Аслам, бума танки хилео. Он байра, с какой целью интересуешься? Ассаламу алейкум. Почему молодежь Чечни не знает свое прошлое, в школах не учат историю или дома? Алейкум ассалам. Да, совершенно верно. Конечно же, в школах не учат историю, в школах учат, что Ахмад Кадыров это спаситель чеченского народа, как когда-то Ленин. И, конечно же, дома не говорят. Во-первых, очень много лжи, и даже взрослые не знают всей правды, потому что здесь так все запутано, так все запущено. И, во-вторых, люди просто боятся говорить со своими детьми или говорят детям, не говорите в школе мнение, потому что так делается всегда во всех вот этих авторитарных, тоталитарных режимах. Через детей выясняют, о чем думают родители, и потом применяют к этим родителям меры. Поэтому вот так и происходит. Но я вас уверяю, как говорится, как и с концом, развалом Советского Союза, как только наступит время гласности, свободы слова, все быстренько все узнают. И вот по одному вот так подмигиванию, помнишь, помню, все прекрасно помнят и знают. Мула.
Не ждем, а как готовимся, как говорил один чувак там. Они не больше имперцы, чем вы, говорит. Так, это о чем тут? Все получают пенсии. Так, пенсии получают в любом государстве. Сколько вам лет, Аснан? Ева, мне 45. Так, так. Зеленский, красавчик, Путин, ла-ла-ла-ла-ла-ла, капут. Совершенно верно. Зеленский красавчик. Вы увидели вчерашнюю речь Зеленского? Ну, я каждый раз открываю с новой стороны себе Владимира Александровича. Ну, вообще красавчик, конечно. Речь была вот когда вчера, 18 мая, был день депортации в 1944 году. После депортации чеченцев и ингушей были депортированы крымские татары. И вчера это была вот эта дата. И ну, речь просто была мощнейшая просто у Зеленского. Просто респект. Где моя шляпа? Это снимаю шляпу, как говорится. Это просто молодец, Владимир Зеленский. Понравилось мне. Так. Так. Испортил я свою прическу. Недавно в Таджикистане россиянка-беглец потребовала продлить ей срок пребывания. Она крыла матом, обзывая гастарбайта таджикской миграционной полиции, и не только не продлила, ее выгнали из Таджикистана. Отлично, Дем, отлично. Зеленский потомок чеченцев должен быть умным. Вот за что что мне нравится в чеченцах, всегда любой плохой человек, какой бы он чистокровный чеченец не был, чеченцы и я в том числе, мы открещиваемся. Не, он не чеченец. Но любой человек, в любой национальности, любой расы, если он делает что-то крутое, хорошее, мы его сразу забираем себе. Так что, Владимир Александрович, теперь ты наш, потомок чеченцев, пишет. Я готов принять его, ладно, после вчерашней речи особенно. Хотя у него есть и косячки, но вчера молодец, конечно. Хамзат говорит, Дейр Хajna из Дух Джоугарик Аса. Я его не раз ловил, как он один в один копирует его. Хамзат, Ауицек Милу Джоугарик Хаджак. О ком речь? Кадыровым Савуйца? Я не понимаю. Ты все еще с Масадом, говорит? Леди, как дела? Ты все еще с Масадом? Это ты леди говоришь, я так понимаю, Новчика. Я не понимаю, какой может быть суд, каждый второй русский поддерживает их действия. Они Сталину памятники открывают. Как их всех судить? Надо отгородиться от них. Зеленский. Знаешь, Зеленский, когда только-только, помните, у него первая речь была, выступление. Вот тогда я его еще сравнил, я тоже про него написал, что он на Джахара, на Дудаева похож. Он делает, как он говорит некоторые вещи. Поэтому, ну, посмотрим. Стремление есть в сторону Джахара. Я буду только рад, если он будет похож на него. Асан, ты помнишь, ты говорил про украинский Моссад? И ты говорил, фашистская Российская Федерация, пропагандисты за вами уже идут. Вот они, пропагандисты, уже поняли. Ну, да,
Не знаю я про это, я не могу утверждать, есть украинский Моссад или нет. Моя задача как независимого наблюдателя не говорить ничего, что может не соответствовать фактам. И я не знаю, есть украинский Моссад или нет. То, что по логике он должен быть, что и ребята работают, в этом я как бы предполагаю. Но после войны, наверное, можно будет об этом уже говорить открыто и прямо. Сейчас все, что говорят украинские спецслужбы, я с ними соглашусь. Если они говорят, значит да. Не говорят, значит нет. Как-то так. Зеленский степа зум свой. Да. Нужно больше информации доводить народу РФ, не одни воевать. Это не их война, они сами заложники Кремля. Если их мобилизуют, то пусть попадают в плен и тихо затеряются на территории РФ. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. О ком речь? О всех речь. Ашамале. Зеленский продукт украинского народа и их доблестных воинов. Да, Марат, с этим не поспоришь. Конечно, ты прав. Абсолютно. Конечно. Великий, доблестный украинский воин. Красавцы, что я могу сказать. Малахауэл Бергман, Молитойк. Ты как... Так, это не мне обращение. Ну, давайте дальше идем. Дюн, как говорится. Так. Так. Сам прокомментируйте новость про Владивосток. А что там за новость? Что у нас там в Владивостоке случилось? Владивосток 2000. Да. Бьется родная в экстазе пылая. Ну, Владивосток 2000. Не знаю, что это значит, сразу говорю я. Просто помню эти слова из песни. Что скажешь о поступке Джамбету? Он становится внутренним портом Китая, Владивосток. Да? Интересно, я не знал. Я первый раз слышу. Интересная новость. Внутренним портом. Ну что, понятно, Россия будет потихоньку отжиматься. Китай заберет, другие заберут. Все заберут, каждый приберет. Бесхозное ничего не останется с земли. Как говорится, знаете, как анекдот. Шел мальчик, шел Ленин, дедушка Ленин. И видит, мальчик плачет, сидит. Он подходит и говорит: мальчик, что ты плачешь? Мальчик говорит: а я копеечку потерял. Ну и Ленин, дедушка Ленин же добрый был. Он достает, ему дает: на тебе, мальчик, копеечку, не плачь. Мальчик берет копеечку и еще сильнее начинает плакать.
Ленин ему говорит: мальчик, почему ты снова еще сильнее плачешь? Он говорит: если бы я не потерял бы ту копеечку, то у меня сейчас было бы 2 копеечки. Тогда дедушка Ленин обиделся и забрал у мальчика копеечку. А еще он забрал у него тулуп, валенки и шапку. Вот то же самое произойдет с фашистской Россией. Да, не шмогла. Это как в этом анекдоте про золотую рыбку. Останется у разбитого корыта дыо. Так, каждый чеченец герой, каждый чеченец генерал. Джохар. Каждый из нас президент, каждый из нас украинец. Зеленский копировал. Да, да, я помню это, я помню. Ну, Джохара цитировать будут еще веками. Вот вы увидите, это историческая личность, которая вот, где будет появляться свобода, где будет появляться борьба за идентичность национальную, национально-освободительные движения, там везде будет появляться Джохар. Везде будет. И методы ведения его борьбы, и его идеологическое наполнение вот этой борьбы, это все будет незаменимо, потому что зрил в корень и, конечно же, был человеком от Бога. Как думаете, есть кадыровцы, которые знают, что россияне были оккупантами 90-х? Я убежден, что все они знают, что россияне были, есть оккупанты. Все. Вот, ну, клинических идиотов там, наверное, по медосмотру не берут. Остальные все знают. Минаева была по одну сторону, потом переметнулась на сторону Кара. Теперь этот воин, воевавший за Украину, уже под крылом Кара. Сколько еще типа противников заслан, Тумсой, Хасан обгадились. Почему же, Феникс? Мы давно говорили, это вы как бы в своем где-то мире витаете. Мы говорили про этих разных Мицаева. Так, салам Машал, душик дели, салам Машал, Машвова, Джохар наша гордость, да. И наш маяк. Мадигду и Джамбета, да он. Машу, очень-очень хорошо, что он уехал, вот этот Джамбета. Очень хорошо, во-первых, потому что больше он не навредит, да, обманывая нас. А во-вторых, очень много, вообще было бы хорошо все, если бы они раскрылись бы, быстрее уехали бы. На самом деле, это мы удивимся, когда они, а их зачистят. Как в советское время, вот здесь вот, Восточная Германия, Западная Германия. Так вот, Восточная Германия, заподозрив в связи, что вы являетесь представителями западных спецслужб, Западной Германии вас могли сразу же потерять. То же самое, если вы оказались на западной территории, являетесь связанным со Штази, с советскими спецслужбами, у вас моментально возникает, вас берут под колпак, контроль, арестовывают, сажают и так далее, выкидывают обратно в свой совок. И так произойдет и на этот раз. Вот буквально этот год, следующий год будет жесткая зачистка. Просто работа ведется, спецслужбы это такие органы, которые не афишируют то, что делают. Но результат всегда у них есть вот, железобетонный, особенно западные спецслужбы. Как-то так, Диона, как-то так. Как-то так, да, мула, все будет Ичкерия. Ой, дэш уж цакиц дар хох тиш со хотиш, хотиш чо цатиш со. Да, дикиц до из-за Салман. Недавно россияне обратились ИГИЛ воевать за бабки. Получается диссонанс. Подмена понятия. Россияне в Сирии бомбили якобы базы ИГИЛ. Получили ИГИЛ этот проект Кремля и сектора Газа. ИГИЛ это проект был иракской БААС, которая была создана под контролем ГРУ.
и ФСБ, КГБ СССР, и российских спецслужб был создан вот этот ИГИЛ, да, Исламское государство Ирака и Леванта он вначале назывался. И ни для кого не секрет, что Россия не воевала ни с каким ИГИЛом. Да, они могли, например, какую-нибудь группу, которая им не нравится, которые являются реальными противниками, они их обзывали ИГИЛом, хотя те в конфронтации были с ИГИЛом, обзывали их ИГИЛом и просто бомбили их. А потом говорили, мы бомбили ИГИЛ. А ИГИЛ реально они не трогали. ИГИЛ, настоящий ИГИЛ, все, руководство ИГИЛ, все это все нефть продавалась, покупалась там бывшим президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым был засвечен. Много там было моментов, да, много-много таких вещей. И много не нужно, достаточно парочку намеков, чтобы понять, кто за этим стоял. Это была дискредитация сирийского сопротивления полностью. Асад выстоял, смог выстоять после всего этого, так как появился этот ИГИЛ и так далее. И тогда была смута, был бардак, но и дискредитация мусульман всего мира. Что творили эти ИГИЛ, это просто... Альхамдулилlah, не передать словами. Но я же говорю, значит, ИГИЛ это проект, конечно, нисколько я не сомневаюсь, что ИГИЛ это был проект Кремля. Так, Азам. Сектор Газа тоже проект Ирана. Ну, сектор Газа и проект Ирана, и проект ДРС Хурамзат, и проект Ирана, и проект КГБ, ГРУ. Но это не все так. Сами собой там они там не существуют, это точно. Про какого Ленина тебе рассказать анекдот? Маршо. Андрейцев. Где ты комменты читаешь? В Ютубе я читаю. У меня идет стрим в Ютуб и ТикТок. Генерал-полковник, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины, герой Александр Сырский, командует бахмутским наступлением, сообщает нам. И я вам скажу, у Сырского на столе, вернее сзади на полке стояла книга Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. Я видел эту книгу. Это украинские герои, генералы. Защитники свободного мира. То есть нас с вами. Или присоединил бы Чеченскую республику, говорил... Минутка, 30 секунд юмора вам.
тогда, когда говорил, после Крыма надо забрать Киев, да он. Если бы мне поручили бы, я давно бы решил бы этот вопрос, да он. Или присоединил бы Чеченскую республику, Украину, да он. Или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Поэтому, ну и все-таки есть, да он, да. Ержан, блядь, заебал. Ой, извиняйте, это мат. Убираю. Это просыпается обезьяна, и вот это говорит Кадыров, это клип такой был сделан, просто я не знал, что там есть мат. Видел, что был юмор. Как-то так, да. На случай, если буду нужен, то я там же, где был, когда был не нужен. Фразы на каждый день. Бахмут сегодня. Бахмут, оказывается, приличный город. По-моему, 400 тысяч населения, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Стерли с лица земли. Просто стерли с лица земли. Русский мир пришел. Просто. Братушки. Так, здесь что-то. Ага. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Одинокий. С какой целью ты интересуешься? Что у вас вопросы, не относящиеся ни к Патрушеву, ни к Путину, ни взрывам домов? Так, давайте почитаем еще ваш комментарий. Рыцарь чести Джахар. Да, совершенно верно. Бергман, ты тут, то тут, короче. На самом деле не все так радужно. Я сам родом Западной Украины. Там уже семей почти не осталось, где бы кто ни погиб. Да, Тарас, совершенно верно. Потери колоссальные. Это правда. Это правда. Дало. Да, дало. А знаю, как долго нам ждать этого дня? Не знаю, если ждать ночиком, то долго. Не надо ждать, нужно прилагать усилия, не надо сидеть, никто ничего делать не будет. Мы обладаем огромным количеством опыта и информации, мы должны делиться, мы должны рассказывать, что есть правда. И за нас не будут разные там пропагандисты, засланные товарищи там говорить и делать. Поэтому нам нужно самим работать, просвещаться, просвещать. В Бахмуте жило 70 тысяч человек. А нет, он маленький тогда, 70 тысяч. Это вообще маленький городишко.
Просто хочу понять, ИГИЛ, маджахеды, талибы, разные течения, якобы мусульмане, но они не выполняют 5 заповедей ислама, не дают садаха, читают молитву, не все, не как все, когда в мечети все стояли, они сидели. Да это бардак полный, лучше в это не лезть, да. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться, Ганди, да. Название книги о Джахаре «Рыцарь свободы» или «Рыцарь чести». Не помнишь, Аслан? Я не помню. «Рыцарь свободы», по-моему, Хамзат. Эта книга была. По-моему, «Рыцарь свободы», что ли. Я вот не помню. Ну, может поискать в Ютубе есть, надо посмотреть. Так, это личный вопрос. Ну, личные вопросы не сюда одиноки. Здесь другие вопросы. Хочу поговорить насчет правды. В смысле насчет правды? О какой правде ты? О чем? Дэнни Джуба. Дэнни Джуба. Дэнни Джуба. Ой, ты настоящий Дэнни Джуба? Звезда ТикТока или ты поддельный? Фейковый, который здесь. Так. Хочу поговорить насчет правды. А да и целая правда, Дэнни. Группа Дэнни Хорста. Джуба. Что за А правда? ну О скажите, чем вы ты все хочешь силе? поговорить? Вообще ты Джуба, Дэнни, ты особо, как бы, я так понимаю, «Рыцарь свободы», да, называется эта книга? Ясно. Дэнни, ты особо за наши права что-то не говоришь. У тебя такие семейные, такие внутренние проблемы ты обсуждаешь. Асан, ашрилош дек дождь цахит сун. Андрей, сун алилеш дек цахит кидошам балилич. Ну, что поделаешь, так? Подними, я развернусь. Ну, у меня темы другие, Дэнни. Поднять тебя, мы с тобой. Просто ты никогда не говоришь за наши права. Ты говоришь за какие-то вещи, а я вообще другим занят. У меня контент немножко другой специфики. Ты мне ответь, ты за свободу и независимость нашего государства и наказание виновных? Или тебе все равно? Я всегда об этом говорю. Ну хорошо, асхаб дуклах тирватсон деня, мухал махитла. Я не собираюсь много с тобой вести. Даю тебе буквально 10 минут на общение. Мекшдуй, потому что мне есть еще что сказать своим зрителям. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Деня, машволь. Сириди Калил Муда Окш. Далуизель. Дик дал бухастам. Шу гудешту, аму ашу. Воват Додикова Мусам. Сухак Швахаян. Дэнни, у нас на русском языке, давай по-русски с тобой, если можно. Хорошо, никаких проблем. Вот что я хочу спросить. На платформе TikTok, также в Instagram,
мы видим различных героев Мгм. марвеловских. Ага. Они говорят, что вот мы чеченцы, а другие вот, мол, не чеченцы. И теперь у меня вопрос. Кем должен быть чеченец? Допустим, что Закаевец вот сагяц. Допустим, что он лояльный вот сагяц. Допустим, что Кадыревец вот чмода. Допустим, что Тумсовец вот канцу вивлешпа. Кем должен быть чеченец? Еще забыл. Допустим, что Масхадовец вот ердеп комду урдасон. Кем должен быть чеченец? Я не Вот. Что ты Давай имеешь в будем виду? честны, давай будем честны с друг другом. Давай. Допустим, если инсурон лояльно ви, например, он лояльно, ажла. Он, если лояльно была. Ага. Сондур Кадырова, Сондур Тумсова, Сондур Закаева. Дедекер просто, со уже сагяцок, что он запись экране чупуш. Допустим, со Закаевицова, Сондур Хова, Сондур Кадырова, Сондур Тумсова, Сондур Янгулбаева. Допустим, со Янгулбаева, Сондур Хова, Сондур Кадырова, Сондур Тумсова, Сондур Закаева, Сондур Масхадова. Кем должен быть чеченец? Вопрос. Вопрос, конечно, у тебя такой Не такой. Текущая реалия. Нет, смотри. Текущая реалия. Никакой предвзятости. Нет, не в предвзятости дело. Дени. Сабрдева. Дальше разогнаться стоит. Ахмад сила оказ. Хамост хвисла. Ахмад силас Бога, нохчик омостау, собардел. Дени. Речь идет. Соборди. Ахатер Дени, жоп лоясон, Дени. Жоп долите асюк. Ахатер мадени, все, я понял твой вопрос. Я хочу конкретизировать. Ну, конкретизируй. Именно о жесткой позиции еще. Чтобы дальше задавать тебе вопросы. 10 минут телни, Баркал Делрей сказал. Допустим, Ахмад Сила, Амост Хвисла. С мостова, нохчик о мостове, гукса мостах. Смотри, подожди, я поясню момент, ты для того, чтобы, когда ты говоришь, называешь чьи-то фамилии, ты должен понимать, что речь идет о идеологическом, политическом или каком-нибудь ином взгляде той или иной личности. Речь не идет о фамилиях. Дени, перебивать, диалог, Мы сейчас не будем заниматься перестановками слагаемых. 3 плюс 2, 5, 4 плюс 1, 5. Ты занимаешься сейчас просто забалтыванием вопроса. Дени, если ты реально хочешь получить от меня ответ, то попробуй выслушать меня. Давай, Асхак, ответь. Вот, ты... последнем моем ответе. Ахмад Сила Угасу Амост Хви. Нохчих о мостовега суна братвац, сватвац, кондратвац. Так тебя... Понятно. А кто для тебя Нохчих о Мостов? Нохчих о мостова, нохчих о гаски. Мы говорим на русском языке. Смотри, давай по порядку. Ты начал, называя разные фамилии там и так далее. Речь не о фамилиях. Не о том, что кем является. Если ты, если ты поддерживаешь... Соборди, Дени, да, лета, вистха лета, Дени. Ходуква, вистха лета. Если ты поддерживаешь Закаева, это не значит, что ты являешься врагом, или как ты выразился, осагвац. Это ни в коем случае так не значит. Это значит о том, что ты ошибаешься, поддерживая Закаева и так далее. Потому что, например, Закаев может говорить, что он, например, придерживается стратегии освобождения нашего государства для того, чтобы мы достигли прав своего народа. На самом деле он может по-другому к этому относиться. Это раз. Простой вопрос. Простой цаделя, баймасит вопрос делля дени. Простой, делля ариху простой, жоп долоч, жоп цадолит. Ты не умеешь слушать, дени, у тебя приемник тоже должен работать, как и
как исходящий, так и входящий прием. Аслан. Хугайца мекштам. Седик чуахтам. Хоц мостолдық уранор асфал иштдатам. Валлахи мадатам. Ну, дацует, Дени, дац. Просто вопрос задать ей. Вопрос задать ей. Допустим, что закаивать вас, а мост хви. Вот. Закаивать вегват. А самоста фамилиц ват. Самоста фамилиц ват. Ты можешь меня услышать, Дени? Услышь меня, пожалуйста. Мой враг это не фамилия Кадыров, Закаев там и так далее. Мой враг убийца моего народа. Независимости, это может быть там Джумба, это Арцуев, может быть убийца моего народа, это мой враг. Фамилия врага, понятное дело. Дай мне сейчас сказать. Айделдер, Сабр, Диван. Допустим, все фамилии Садулаеве, Басир Кантуаса. Допустим, я сегодня прокладываю политкурс хотя бы региональных масштабах. Я сегодня провожу внутреннюю политику чеченской национальности. Я сегодня задаю тренды. Я сегодня руковожу всей пропагандой. Хом фамилия. Ну, хом фамилия важная, но все фамилии есть, но целую ночь кому править вещего, допустим. Сенли эркаста вечно. Сенли соцвыплат сейчас. Сенли эркаста викшва, сенли эркай вещвас. Как эта фамилия не значит ничего? Речь, когда ты называть начал фамилии, соборди, фамилия я вольвершен, фамилия я цюцеш. К чему эти фамилии, эти личности призывают? Вот об этом ты должен говорить. Когда ты говоришь, например, о Тумсо Абдурахманове, когда ты говоришь, например, о Кадырове, ты говоришь о людях, которые стоят на позиции, управляемой из России. И поэтому для меня не имеют значения их фамилии. Там может оказаться даже Арцуев. Для меня это никакого значения не имеет. Есть позиция моего государства и моего народа, а есть позиция против этого. Если ты этого не понимаешь, то я не знаю, как тебе это еще объяснить. Не на позиции, а на передовую, Аслан. Передовую орку, позицию уехаем. Она может быть лояльным, нелояльным. А, Б. Левое, правое крыло. А я стою вот на передовой. Допустим, чем ты занимаешься? Вот чем ты занимаешься? Вот что ты делаешь? Допустим, Аслан, неважно Сомолва. Допустим, Солохе Бича. Жив-здоров, лежу в больнице, сыт по горлу, есть хочу. Просто вопрос задать. Хюэгду вопрос. Хогубойл бешу, хочу хиян, вот ты рассказываешь вещи. Например, все полно, да хох кшашвоксо. Дебил ексо, просто свой вопрос бил. Понятно. Дебил ексо, просто вопрос. Ну, смотри, когда тебе задается конкретно серьезный вопрос, ты говоришь, что ты дебил. Ну, ты говоришь, что дебил любого. Ну, например, ты таким образом ответил на мой вопрос. Значит, ты не обидишься, если я буду к тебе обращаться не как к Дени, а как к дебилу я буду к тебе обращаться. Ну, допустим, неважно. Нет, дебил. Каждый понимает по мере своей испорченности. Нет, у каждого слова есть свое определенное предназначение, своя терминология этого слова. Я тебе задал вопрос. Я тебя спросил, ты что преследуешь это? Ты говоришь, что дебил любого. Так значит, асхайн дебил ты только что увильнул от этого, он не сделал вопроса, а что есть отмазать, от футболить. Значит, нет, Соборди, ответь, иди до конца. Мы почему-то прыгаем с тобой с кочки на кочку. Я честен, вся аудитория прекрасно выушла. Дени лояльный бац. У Дени особое, третье, личное, независимое мнение. Допустим, дебил есо. Но конкретно вопрос. Допустим, юба дебил. Соборди, хубал бешу, жоп да лойрик. Я просто дебил элбова.
конкретно вопрос задать мне. Кто для тебя враг чеченской национальности? Для меня враг чеченской национальности является тот, кто оккупировал мою страну, который убивает мой народ, который лишает права государственности, чтобы мы не могли защищать свое государство и свои права. А как его фамилия? Это фамилия Путин, Патрушев, Кадыров. Вот много таких фамилий, много. Баркл, вот что я от тебя требовал. Чем я декамди обширно разлагать да Аслан. Хони хархи аллеш дархан. وإيش قدوق ما مدات أصدق أصدوس دين عبيس نقطع دوش عاش ما مسوا عيتها خاتني عليه. Ну, Асла, с самого начала все постановка вопроса именно Иштер. Дядя, ты не говорил про какие-то фамилии, то про что-то. Я говорю, что фамилии не имеют значения. Есть идеологическая сторона вопроса. Мой народ лишен права. Понимаешь, у нас убили 30% наших граждан. И я хочу, чтобы убийцы не ходили свободно по этой земле, а понесли ответственность и созадачу. Это моя миссия, которую я сам себе выбрал. Твоя миссия веселить людей. Твоя миссия веселить людей. И когда тебе задают прямой вопрос, نابيلا بيش سمو أدوكش أخش دوكش واقدي سو دبيلو بو هو دبيلو بو الدبيلا أسحن أرجعوني أسكر بليني خيتر إنو خيتر دون هو بولو بيش وقشوا ألحون خاطر دعوك ديش سونا جواب دل أتو بويها دني وده عجاز عوق أبيسنيات تشوى أصلا حديشن صدقوا حق образование. Хасвящий, это люка право, левую, там, неважно, нижний, верхний. Со дебилы, со дичного, со образованного, со простой сагва, кан вот так вот знаешь. Со аудулва, со просто вопрос задать не. Со дичного, вот. при чем здесь это? Я умяху, что он видео гинасунцу, чуа зудри молил бабизаху, шхулил мувайт визаху, хекал дошу, иштки амабо дебил мавайт это. Asla глюха объяснять что со дебилы, со бичи, со лохда. Просто вопрос задать им. Вита, сома, вита. Хороший отман. Все ясно. Образование, воспитание, самая. Невежественного бич, пармот, бича, лохда, тарде, там экшта. Просто деланный вопрос-то. Сома, вита, понятно со мной, да? Зучин аргатрак, окшхит, босо, может, анхет. Просто так сабр, Асла. Какую альтернативу предлагать еще? В смысле, альтернатива? Исходя из наших текущих реалий, в данный момент в региональном масштабе, который, допустим, Кадыров придерживается курс, какую альтернативу ты предлагаешь? Альтернатива только одна. Альтернатива только одна. Это наше государство, это международное признание нашего государства. А как нас, допустим, он признает, если Закаев, Масхадов, Кадыров, Тумсов, Хров, как нас признает он? Лебедь, раки, шукада. Нет, Дени. Как нас признают, Асла? Дени, как ты думаешь, в этой сложной системе можно дебилу объяснить что-то, если даже умный не может понять? Альтернатива Чеченская республика Ичкерия. Альтернативу мухол, допустим, со Закаева, со Закаевитява, со предатель со Кадырево, со Нохчуком Халтинево, со Хатявох, со вообще Сиглаво Ляхтавых отцов, со Тумсовох, со Холквево, со Масхадовох, Кадыров сам против. Как нам найти альтернативу? Я ж тебе объясняю. 92 год. Чеченская республика Ичкерия. Конституция. Альтернатива. Ваша альтернатива. Конституция 92 года. Чеченское государство, которое сформировано, установлено и Альтернатива. Наше прошлое и текущее положение. Ну как? Что ты предлагаешь? Ты же говоришь, нельзя. Сабр
Аслан. Ты же говоришь, нельзя возвращаться назад. Назад возвращаться. Аслан, sabır asin okeyto. Gal hoş nohçe bu elç gal geçmek şbat. Ehkeş nohçe bu elç ehşin ehtoli işte. Мил хочешь ногти бац, орд хочешь машина техолды. Что ты предлагаешь? Как объединить 9 тукумов, 200 тайпов, 200 диалектов? Как ты это сделаешь? На основании Конституции 92 года чеченского государства. Ну, допустим, Танин, Джахар, герой, вуши гаичмек швац. Вань вуш мади, как ты Не, хочешь? он и дать. Есть правовая сторона вопроса. Дебилам это не понять. Да не, он халмахит, вот, наверное, все дело в том, что ты очень правильно, честный умоболый, а честный, Валдер, видимо, самокритика твоя тоже честная. И это заслуживает уважения. Если ты этого не понять, есть правовая сторона этого вопроса. Правовая сторона этого вопроса, Дени. Мы сейчас не про правовую сторону, мы сейчас не про конституцию. Альтернатива может быть в государстве только правовым способом, понимаешь? Правовой какой, допустим, Чеченская республика Ичкерия, выбор чеченского народа, который был прерван оккупацией фашистской Россией. Дени, ты как будто маленький, ты, может, и дебил, но ты не маленький, ты взрослый человек. Должен помнить, что у нас было государство, которое русские террористы оккупировали, а некоторые проститутки перешли на сторону русских и начали убивать нас. Ахеш Мауи. Правовое государство, закон, конституция, который Джахар Дудаев воен. Допустим, Джахар Дудаев воен, конституция, где какие-то салаты еще. Типа это хадисы от нашего пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Допустим, Дудаев головой шплатын штадылынск. Дудаев шэкки хакахынск. Удина Дудаев лично алт. Дагестанские чеченцы алт. Эхкес Дудаевым не согласны. Дудаева галошкар латынч сайсник, как мы можем на Дудаева ссылаться? Ну, например, окча подписчик шву. Окча подписчик швуса. Аух, нохчи, аух ирбу. Аверзан, духвара, гладуга. Окча нохчи, Дагестанира, нохчи бу, сад подписчик. وين والله عمران أليوة خسر يشتر ور سوء ور إيش نحكي بو نحكي خيط شوك نحكي بو نحكي تخيط شوك وات دуда сар али вож али бог дат. Есть правовая сторона вопроса, есть конституция Дины. Есть государство, которое стояло против российской агрессии и оккупации. Все остальное навет. И если ты, Дани, не занимаешься пособничеством русской пропаганде, не занимайся вот этим обобщением и распылением, ответ ладу швацо, забалтывать я шу вопрос. А альтернатива чеченское государство. Болтология шу. Хайдадел дол вопроса, дебилу оля, жопцелоа. Занимаешься просто забалтыванием темы. Ты задал вопрос. Альтернатива есть. Прекрасная, отличная, супер, просто признанная и необходимая для нашего государства Конституция 92 года. Чеченское государство. Все, что связано с русскими, с российской оккупацией, должно уйти с этой земли. И тогда не будет кадыровцев, абдурахманцев, тумсоевцев и всех остальных. И, скорее всего, вот таких людей, как ты, которые занимаются забалтыванием этой вопросы, представляя себя клоунами. Когда вам говорят, что вы должны ответить на тот или иной вопрос, вместо ответа шут может сказать: «Я шут». С меня нет никакого спроса. Дудаев лично говорит, дагестанские чеченцы. Ну, аллацу, Дагестане аж был ночи, аллацу, дагестанские чеченцы. Соборден, а вас? Дагестанские чеченцы. Чеченцы, проживающие в Дагестане, можно назвать, наверное, ты прав.
обозвал такими. И первый да. Второй года. Да, я Амзат, я понял, что это специально он зашел и говорит, ахиумдиц ряхчаватся. У него приемник не работает. И, видимо, нужно было отметить, ему, наверное, дали задание, Амзат, чтобы он зашел здесь поговорил. Хоинц экшен юразон, дудаевс экшен алира, ночи оман пачал, государство даяк бога. ما يقدر دوداس ألير بوا سون تخا دوداس ألير تال سوي ألير ألا نوتش قوم بتشال خلتا يز بوا دني تعوا بروسن جوا بلون دوداس أل تال سون تخا نتسوي ألها نوتش بتشال قا خلتا يز بوا قا دوداس ألير أل غاسقش وي ديبارتير ودش دويش دول ترت خل ديز بوا قا بوغي دوداس ألير أل تاخدوا عبوه دوداس ألير دوداويتا وشي سد عدل ليرت وشي نيت عشان أرول هودي نديتا شوخي أنا بيل بري خبرش ديتر حي وبروز دش ودي بيلو ألر بي هودي نديتا بوغ بات بوغ غاسقي وي موستري غاسقي وي موستري بات بوغ غاسقي وي موستري بات بوغ غاسقي وي موستري بات بوغ غاسقي ما أتو يطلعوا باش ولا غاسقي вот и что я плохо холмадат дальше عديته я сейчас перезайду ажла ахох в 92 году туда его енел شو نخزيق شو عديته نوخش قوم كده وين يخور ده غالغي اورتوي ميلتوي بيلتوي لا 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 и так далее ажла туда его он подписал указ Галгошин, Ерлатончик, Дудаев обозвал дагестанский чеченч. Ортхой штаншиш нохче бахтов, мелхойшиш нохче бахтов, Галгош воек беудни, шиш нохче бэлч мекш бат. Войн хаштают с проблем Дудаеву войне, вон сюле чуикан, мохкен. Он бардак кейтет сюда. هو الغاش ستقيت سو غلاش دوداس ألير الحين تاع مهتنير الدوداس ألا نوتش بتشال خلصة يزبوغا نوتش بتشال قليز غاس قد عبا بيزي نوتش بتشال تشور بيزي غاس قد عبا بيزي نوتش بتشال تشور غاس قد عبا بيزي نوتش بتشال تشور собор не غاس قد عبا بيزي نوتش بتشال Ты можешь ответить, русские должны освободить нашу территорию? Русские должны освободить нашу территорию. Русские должны ответить за убийство 300 тысяч. Хунам дудаевся, элла эльца мэтнира, аса гаск жвинул 300 тысяч, жоп дал дизи бос. Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Собордин, уходить, мадем, мох, мубал, бизи, дани. Договор. Отлично, Шемин Басайвек, ишт пацанчик волш, и карушчур, красно оглуш, аш Шемилек, салам дел, аслан. И бабда, седен, шичи карта, хазурта, договор в Язине. Я помню этот момент. Асхаб просто прямой вопрос задать им. Асла, вокруг да около аштат, удажа асхабу. В любом случае нохчово, в любом случае со нохчово. Асхаб дизер куда каян аслан. Пока воюка, Закаевич, Тумсович, Кадырович, Масхадович, Денисович, Мелба, Вэлкомен, Бартхайк Бат, Аж Аслан. А Делдерсох, низкой там брат. А красавчик Луан, ас Бакалоханов. А Дукамунч лицо, се чувен лицо, гладуша. Галгоев, беуднион аслан. Галгоиш ушишиш. Вы причисляйтесь бацан. Мелхойш век беуднион. Ортхойш век беуднион. Эхкеши нохчи бэлч. Собордин, бега сасу, собордин, حصول пропаганда, сун حيشايل знания, حييت вверх مواتي. Дени, цаум ала, вопрос, вообще приемник, халатин, приниматин, нога. Ажа, غاسقي ومحكر دعبا بيزي. Ой, вину, бай эзера жоп дизи ой. Преступник, Путин, Патрушев, ФСБ, Кадыров, Мудыров, шабеш чубах бизи ой, жбехки была. Ой, вин был нега, бизи.
хубо асо кич мовацу. Июк альтернатив. Вот сейчас объясняю, Аслан. Вот июк альтернатив. Ладу, интас объяснить тоже. Ахмелан вопросын ответить и не асогини, ажла. Асаку охаян, Аслан. Пока хумел бы. Турция халиду мел бы. Тумсо мел бы. Закаю мел бы. Масхаду мел бы. Со мел бы. Ала окчо алла уксу язеш я алла убоцу ша ичкири ицубо. Окчо аухи нохчи усун язеш. توجه تا проблемات وينو عمران أليو خسو يشتر نوشي ور وي تا проблемات وعجان نوشي غلغاي سيلي قيوغي гражданин ичкери уй и войву. Все, Раскшан вахвел уй и войват. Не имеет значения, Кадыров там, Арцуев там или еще кто-либо там. И не имеет значения. Раскшан вахвели, савари давала. Китё, все просто. Ты много говоришь воды ни о чем. Просто я не понимаю вообще. 10 минут, кстати, пишут и стекло. Но сун цаумам хочу вал кучу камел да вол вечер подписчик хош беш бац иш чугул белим васун дени. Я знаю, очень интересно, да, лючгол ишта кварт болш межи йол шум ночана иш экшен есть дови на алти дени буит эри. Ты им это даешь. عشان برات تستعمله قرآن نور مديح نوخشوا وحاسي تسيده أسأول كده خيان أسألار وشوان قرآن نور Дерес войлон. Пока есть Халидовы, пока есть Тумсосы, пока есть Кадыровы, пока есть Хё, пока есть Масхадовы, пока есть Закаевы, нету никаких фамилий, нету никаких Арцуевых, Халитовых и других. Есть прорусские и есть чеченцы. Все. قطعهم هذا ويتغن سونيش سوفيس شوخش كاستو شتوي تخي ليدرن يرقوم ديك ديون يوروبا زكايوش بتومسوش بخليدوش بات تومسوش بات زكايوش بات سجوات есть ночь бершбу ночь боцершбу и все. Альтернатива чеченское государство. Я не понимаю, ты одно и то же повторяешь, да не? Я начинаю подозревать. Ладно, мегардуч о хаздar уйцани дуқу нахчу гул белахо вечхена таджин вайшини доу шақамилш деш ладуга наганч о интересно ду масарга салам маршал ду келчуе анчун да стоқуча доудохш датшун таама да дини тац хатарш да чуе цун хатарша бадегича хатарша делш цун ладуга цаха да мула эйма руиз хочуа хиц бо беша руиз حدا الآن تبويل دني أو تعير زوس ويشين ستريم. السلام عليكم. ماش عيلة. سو بويت إشكيري. عادي كير. عادي كده. أرتسا ولا سونين صعد هواي تسرع عن خجول. سبدس. والله. Завершить. Все. Завершили. Мегарду. Так, пойдемте дальше. Так, Асан, скажи ему, что мы есть ночи Ичкерия Конституции 92 года. Да, лаца дурцу, леди, лаца дурцу, шинак дюйцерцу. А зачем ты пригласил Бурсакова, бо? Так. Ладно. Ну ничего, шабеш духу чубаинс эрбой крибош. Сразу. Раз, а что не муха амцарасун, шадеш дайс хусхирюха шенюка сразу. Чуалла шун дени ушун аслан цана амел дешбор. Мегарду. Орс твой чистокровные ночи. Конечно, орс твой шадеш ночи дорой. Так. Он засланник, Аса, не объясняй, который на кормуш Кадыру. Им наплевать на народ, они не знают Конституцию 92 года. Ну, не знаю, засланник он или нет. Духом шандуйцу. Сомелхи усо ичкирийцу бо вайзерс. Иш дух вайшадеш дух налмула ичкирийч. Хида дац.
такие как работники, такие как не работники. Да, вполне может быть и так. Да не как Жириновский. Так. Алейкум ассалам. Aslan kanun duella boqosi. Ola, sykrähten om det sonar amina. Ina was erma wena ro daila bo. Он ищет для себя хайп. Может быть, может быть. Помню, в 2019 году, когда началась тема с пандемией, ты сказал, что какой-то переворот начнется. Так, Камалек, и чё? Останови хатта лурдерас, а жуап дельч. Ладу шук Хасан, алло. Почему, если Орство ночь, они по-ингушски разговаривают? Это вайшабега цамот мухой, наречие и так далее. Да, Руслан, есть и такие Банилич. Мичаури, вопрос тушпек. Далу бо. Хитвел лахач о халчула. Да? Сунам кису хитвел саиту. Россия оставит, когда вы увидите чеченцев. Так ничего не случилось. Минут ешер свик ешчуик, а? Свободила шара. Милаусиой. Алло. Алло. Ва алейкум ассалам. Ю со стрим юк юич. Амилу. Ага. Так. Так, да. Собардилаш, сямалулаш. Так, Aslan, hon üş çuman inşallah vaş ukso xabandoç. Deres хуй Франц, масса deres хуй. Саамац üş vay da мула, все отлично. Дени, так. Ассаламу алейкум. Да беркати бой хатду халмахита дин амаш динан образование юйха. Так. Din Amos, din образование, din Amos образование, суацанен din Amos швац, обораться. Это иртишес. Это нисти затайшен. Почему ингуши приставали к чечен, когда они ехали Ингушетию во время войны? Почему ингуши? Так. Вообще жим один амо овул велче ресурс чохирера. Megerdo. Sügete andojç idinne idege eşe tacim oldu. Ya o da aride. Çok kırdar şunu vejeri. Религиозное образование было, да, вопрос, кто сказал про Орстой, они чеченцы, ответьте, кто такие чеченцы, кого они произвели, так. Аснам прешра туг тим муам бич, туг адурбукан мухцало, да, бадук мустама шуэль. Assalamu alaikum rahmu wa alaikum assalam. Diku zumso wa alaikum assalam mashwoy. Alexa. Hins wen yuqi ati ish bajan hotan yuqi ubo ba'dui Hassan that is a eshbu umbitashna. Это наглая ложь.
первую очередь от российских спецслужб исходит. Она, вот здесь. Алло. Ва алейкум салам. Megerdo. Sa stream ju är det många är ju tjui. I tatuer kan man vara. Megerdo az dama elna stream da tu orjövig. Megerdo. Давай, давай. Bехman bilgish. Bechman bilgish. Assalamu alaikum. Efir bereket. Wa alaikum assalam zum so mashhur. Amin, amin. Hasan сбросил атеист тобаню эваца иш поддерживает собой дуйбуя. Бу Хасан только ца условиюн сон дуйбу арбу ахо юагойч лазни анонимный ста чували дуйш басумош. А юагойч сохарау ишта дуал асвик ала ну قطع بانم داتсон هون راس خشيك زكايوشي سون дуйцек что цер тобаню قيروя. Да харас и антитеррор поддерживать вешвар и отцу и дуйца шинцу близко дуйч дайцер цуэна шуд масса нахат цун канал те адега цундела сон дуйш шуаллар ватсо но он ла детектор лжит им хуарусу уйца ханца цутя поддерживать тасуш бойца бой со церцуе ас ишквеллан юи и движение и групп боша закаевский ца эшпилеж швуксох трюкшючлиш цундел дуйбу шельш ишт бич баацайто аса давай саномен ю чу ажал ютуб чу аюса ватсап чу связи вале юагойч сохар хасан ну соцер харау хо ишт юм дюц хо и поддерживать боя и то поддерживать яшуи то юқиwat иш поддерживать собоэл ба дуйбуя и ба са дуйбош бон ишт бокасон давай та проблеме атсо ассаламу алейкум ва алейкум ассалам طبعا كلوان بايدا هما دوي شادك دوان هور دينا رسي وا اوتشق مستان دا مو شادك بايدا دوان شادك تاك تاك Исаак, шалом, шалом. Зеленский наехал в Саудовской Аравии на арабов, заявив, что некоторые из них закрывают глаза за аннексию Крыма. И если только Зеленский там порядок не наведет, эти не только закрывают глаза на аннексию Крыма, да, они закрывают, не только закрывают, помогают геноциду чеченского народа. Хотя тогда КВН еще в Москве проходил. Антитеррор подгорать. Так, представляю, если всех пропустить через детектор, сколько бы сюрпризов обнаружилось. Да, было бы хорошо. Asahvik duinst boich zu antiterror watch nis that's olsh har nis du olsh zu kanale babies no lady tatswega badig dicha ins antiterrors duitsega antiterror wat zuchweg so be gari antiterror you as wash be gari duitsweg you as sayuq hi shu istahumsh duitser tsaduk be gartsa I duits be zakawe gober زكاوي وأنتي تيرور واتر ويتشوي سون أنتي تيرور ويشو ربعتي زكاوي تخلي ربعتي
Sun mītingi aizēņo rubēti mītingškā, giņolcīgi aizēņo rubēti, sunti tueču rubēti. I džambieto, šoz și video illanaz tħossen ġambieto kanalti. Jo iżekajat saħili, sen milus u xjakwi l-wulwilġ, izdaqo illani tsuna proleni, izdawwiġ segwala, patom wabxie miluwen, xija ma sena. Iza sun itza ulx dik għax buħax baka, ix dyt skar. Ну, ще букар бешпеш, чу боли, они будут работать. Знаете, когда волки молчат или львы молчат, шакалы работают, да, дарис, мударис. Так, Асан, почему вы всегда придаете тому пример Бэдзе, который обещал, что не подвиг нет? Твое мнение. Да я уже говорил об этом много. Так, когда Дудаев это сказал, если тот один колгой под столом сказал, Саша Сотник задал вопрос Идигову, с вами воевал Кремль или российский народ? Идигов ответил, с нами воевал Кремль. Асан, как ты думаешь, ответ устраивает для тебя? Абу Гугл Ибн Айос, конечно же, против нас воевал Кремль, который послал и спрятался, как вы помните, сказав, что здесь государство не справится, весь российский народ должен быть, и послал народ. И отчасти можно понять, что имеет в виду аят Идигов. С другой стороны, я считаю, что российский народ, конечно же, воевал и несет ответственность, коллективную ответственность. Да, они не несут, как их всех нужно посадить там или еще что-то, но платить контрибуцию и каяться они должны все. Об этом, кстати, аят тоже сказал. Он вот что имел в виду. Некоторые вещи, которые говорит аят, неподготовленному зрителю иногда трудно понять. И аят имеет огромный массив информации, и он говорит какое-то предложение, какую-то мысль, и он ее не заканчивает. Как бы уже переходит к следующей мысли. Так как бы по умолчанию он считает, что мы должны это знать, но это простые вещи, которые, в принципе, это вся его жизнь, в которой он пребывает. И в этом плане это, конечно, это ошибка, это допущение, неправильность именно в подаче информации. Но его задача вообще заключается в другом. Он, можно сказать, конституционалист в этом плане. Он придерживается нашей конституции, и в этом его ценность. И человека, который владеет огромным массивом информации, опытом и так далее. А так, если исходить вот, как мы с вами здесь общаемся, то, конечно, российский народ виноват. Более того, я считаю, русский народ виноват в этом. И, конечно же, и другие российские народы тоже виноваты. В первую очередь, я считаю, виноватыми, как бы это ни казалось неприятно, дагестанский народ, который активно до сих пор находится на нашей территории и активно принимал участие в геноциде чеченского народа. И эта война, особенно вот эта вторая русско-чеченская война, или я ее называю последняя русско-чеченская война, она раскрыла многих наших братьев, так сказать, с Кавказа. Поэтому, ну вот так я это считаю, вот так я это вижу. Да, это все используют против тебя. Да, пытаются. Сотник несколько раз повторил, и Дига уходил от ответа. Первый блин комом, как говорится. Ну, давайте поможем Аяду, будем поддерживать его и будем работать в этом направлении. И все. Ведь Аяд и его президиум, куда ходят еще много разных людей, это же всего лишь люди, как и мы с вами, правильно? У них тоже есть и родственники есть, и они уже и взрослые, и много-много разных вещей. Главное, они не перешли на сторону русских. Вот главное, что нам нужно. Как-то так.
Так, уже 22 часа. Мы 2 часа в эфире. Мы 2 часа в эфире. И, наверное, слава Украине, героям слава. Ва алейкум ассалам. Что нужно, чтобы Ичкерия снова вернулась? Детектор вещать бодунч чау ичане. Хасан, навар из недостаточно дуй. Дуй аму будет, дела цатиш бол, нари дуй бойтер боа. Это не так делано. Так, Асан, идиго аят хайн держ цело ал навална дела кинг лео. Манчо дела зица усалум шдуйцкаш. Держ мичадо. Я держ кот шум духу задег. Ахудуйц дица. Держа щадегалур дарк царинц, аз дуйцак цадитит. А дуйцага просто усал за хайна дош цария. Дош хайна хит хирдатца. Держи хайдага дег дуйц хирдука. Значит, хойрук держ диш. Кинг алайн тюллер ما царайн. Что вокпич ори царитари. Может, чеченцы не способны быть государственным, менталитет сложный, может лучше быть вечно под русским управлением, бо Биклербек Нагай. Биклербек Нагай, я могу сказать вот на такой вот язвительный твой комментарий, что, во-первых, ты не прав, конечно же, мы способны иметь государство, мы имели государство, и даже в советской оккупации мы продолжали находиться в параллельном своем государстве. Всегда. И тебе я советую идти за русским кораблем. Никуда он не уходил от ответа. Он отвечал на полной мере на все вопросы. Ну, он не отвечал так, как хотелось бы от него некоторые услышать, Хамзат, про Идигова, если речь идет. Он не шел на поводу вот, вопроса, допустим, а отвечал, как он считает нужным. Ну, это его право. Так. Яруим, спасибо. Почему Google переводчик не знает чеченского? Ева, это большая проблема. Почему не знает? Потому что многие вот миллиардеры, которые имеют миллиарды, не могут вот вести чеченский язык Google переводчик. А это стоит 50-100 тысяч максимум долларов, как мне говорили. Ассаламу алейкум. Хусейн аляцу эдра. Дела Париж. Ва алейкум ассалам. Ху эду шушадеги гушту пасисялан бах сомар бага. Ху эду тига. Гуштук шушадега. Плохо отношу это слово. О чем вы подкрепляете свои слова? А сам все вытащили. Дал мола. Какой дуй. Боюсь, они детектор могут обмануть. Конечно. Дуй ба кайрма ол. واحد دوش سگو نه باید شو سگو نه بوار باش سگو ساعت دین داشت سند اون نداشت هو دوی بیت کنه باشه هو عدیر بول نه Ахтук, Асан, наконец-то Саудовская поддержала Украину и наконец Карабанк банкрот очень скоро. Да, мула, да, мула. Да, мула. Слава Ичкерии, слава Израилю. Героям слава, Абу Гугл. Друзья, я на этом свой стрим закончу.
Спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживали. Все как обычно. Сегодня пятница, воскресенье на чеченском языке. 8 часов по Берлину, как обычно. Выйдем на связь, пообщаемся, увидимся и всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ну и все вместе делаем. Господи, благослови Америку. Adikjöl más oil, bűzdél a lől masszére. Megerdem aztán hadar жвигадух, айшехта бавала. Слава Аллаху, свободу, Ичкерию. Амин, амин. Всего хорошего, до свидания, друзья.